очень рано пришел, начал рисовать. Ну, лет, может быть, 7-6 я дал о себе знать. Потом меня отец в изо-студию повел. Вот. И там у меня более-менее такой классический путь для художника начался в искусстве. То есть это изо-студия, художественное училище Бенькова, потом институт. Я вообще занимался живописью. Просто наш руководитель студии, когда был момент выбора, куда идти учиться, это еще в училище, значит, и он как-то сказал, что вот скульптуры очень у тебя хорошо получается, почему тебе как бы не посвятить вот скульптуре. И я об этом выборе не жалею до сих пор. Но я могу обратиться к живописи, то, что не могу в скульптуре сделать. Это меня, в общем-то, обогащает. Естественно, у нас была академическая школа скульптуры, живописи. Вот. И в этих рамках мы должны были работать. Ну, я для себя как бы раздвинул эти рамки и стал немножко формальным искусством заниматься. Ну, есть программные вещи, которые ты вот знаешь, для чего там делаешь, уже делается каркас. Сейчас это без каркаса. Я просто вот как бы здесь пытаюсь вот с глины вот такой диалог вести. Вот. Вдохновляет меня все, что я вижу в окружающей среде. Вообще окружающая среда – это колоссальная возможность увидеть интересное, ну, прежде всего, людей, потому что люди обладают тоже интересной информацией, вот, и общаясь с ним, приходишь к каким-то интересным мыслям. Вдохновляет природа. Вдохновляют книги, которые читаешь, музыка, естественно. Ждать вдохновения, я думаю, ну, не всегда это, наверное, хорошо. Вот, просто надо брать и работать. Искусство, она все-таки способна заполнить вот вакуум и человека сделать более человечным. Страшно не люблю пустые работы. Они могут быть красивые, но не всякая красивая работа – это хорошо. Поэтому я стараюсь в каждую работу вложить смысл, вот, вложить кусочек солнца, кусочек сердца, чтобы она будоражила, она беспокоила, и зритель был неравнодушен к этой работе. Потому что очень сложно кусок камня сделать жизнеспособным. Памятник выдающемуся просветителю Исмаилу Бею Гаспринскому. Мы в 1997 году начали эту работу, и в 1998 году ее открыли. Идея была такая, чтобы он из глыбы вырастает вот такой выдающийся наш просветитель. Этот камень – это гранит, который может жить веками, поэтому за счет этого я не переживаю. Вот. И этот человек действительно достоин быть в таком долговечном материале. Я просто себя считаю счастливым человеком, что я сопричастен вот к этим событиям. Сегодня есть возможности, мир открытый, просто мы должны стремиться к этому, показать, на что способны. Ну, значит, крымско-татарские художники. Это было бы интересно
Вот. И в Европе, и в Азии.